Что касается Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, работы научно-экспертной группы, работы нашего Центра еврейской культуры, здесь мы ставим для себя задачу прежде всего обеспечить разъяснение людям, как не попасть в сети коррупционеров, как избежать тех эпизодов, которые можно рассматривать как предложение встать на скользкий путь. Ведь каждому из нас хочется сделать что-то побыстрее, более качественно. А может быть, для своих родственников более ускоренно и, может быть, как-то по-особому. И поэтому вот такие желания, в принципе, нормальные для человека, улавливаются людьми, которые готовы предложить иное качество, быструю услугу, но за определенную сумму. И, конечно, вот от нас зависит, от нашей гражданской позиции, насколько мы сможем распознать эту опасность, насколько мы сможем правильный нравственный выбор совершить. Находясь в составе мониторинговой группы, я наблюдаю очень интересные инициативы. И мы, собственно говоря, мониторируем и эти инициативы, и эту, я бы сказал, такую настойчивую, кропотливую работу департамента по противодействию коррупции. Вот эта инициатива о маркировании автомобилей госслужащих, это важно, потому что народ должен знать, куда едут, по какой надобности наши государственные служащие на служебных машинах, и где они находятся, вне рабочее время или в рабочее время, напротив. Это важно. Важно также то, что отслеживается работа государственных органов. Собственно говоря, не вмешиваясь в эту работу, не подменяя самих чиновников, государственных служащих в их служении, мониторинговая группа анализирует то, как строится работа, проводится ли менеджмент рисков коррупционных, осуществляются ли те самые необходимые условия для работы и служащих, и тех, кто приходит как посетители, потребители услуг. Прозрачно ли все? Достаточно ли времени уделяется адресной жалобе или обращению человека? Насколько созданы нормальные временные условия, условия комфорта для человека, который приходит с какой-то просьбой, с каким-то заявлением, чтобы у него не возникало ни малейшего желания или впечатления о том, что он обязан кому-то дополнительные деньги дать или что с него вымогают эти деньги. Поэтому я думаю, что вот такая работа мониторинговой группы, которая привлекает к себе и общественников, она очень важна для нас. И полагаю, что дальше мы будем развивать и расширять возможности, прерогативы таких групп мониторинга. Ну и самое главное, конечно, смотреть на себя, на свой пример собственный, какой мы подаем нашим детям, нашим внукам, нашим ближайшим родственникам.